Всего Для нас килограмм. это экзотика. Эта рыба мы никогда не видали, никогда не держали в руках. Первый раз в жизни я пожалел о том, что я родился там, где я родился. Дайте мне 10 тур, Лучше по своей России-то побегать, таких я не мест вот так поеду. не Я надо. лучше денежки накоплю, я сюда приеду. Я говорю, ущипните меня, где я нахожусь? Потом говорит, завтра поедем на крупную. Мы 3 раза еще. Я бросил, щука 6 килограмм где-то была. Бросил, ничего, бросил 9 килограмм. Я не мог представить, что может быть так в природе вообще, что... Вот такие линки клюют. Откуда они там? Где они берутся? Было прям вообще все как по маслу. Прям, вообще, вот, Это мой был первый опыт, да. кстати. Если планировать, так даже не спланировать. Вот. Ты самое главное сделал, осуществил свою мечту. Кроме этого, ты показал сыну. Наконец-то сбылась мечта идиота. Все таскают крупное, блин, мне не достается. У вас почему столько рыбы, ценной рыбы, а вы жарите кишки? Самое ценное, вот. Мы с вами находимся на даче Николая Александровича Находкина. Так что если у тебя в Якутии, если один знакомый есть, у тебя такой крупный повезло. Даже если он не рыбак и не это, ну с кем-нибудь договориться, это возьмите. Если у нас была судьба, значит это кому-то надо. Ну. Выше. Это что, старый какой-то чай советских времен? Да. Грузинский чай. Цена Классный чай. рубль 25. Сорт первый стоит 1 рубль 25 копеек. 75-го года. Грузинского. Грузинский чай. Отламывают. Нюхают. Уже теперь можно понюхать. Да, и в заварник. Свет есть. Да, на солнце. Чуть-чуть старше Питера. Итак, сегодня у нас, оказывается, день рождения города Якутска. 13 сентября. Да, мы находимся на даче Николая Александровича Находкина. Вот его супруга Любомира нас встречает. И вот ребята приехали из Вологодской области, да? С Вологды. Сямжа. Вологодская область. В свое время ребята-спасатели к ним в гости приезжали. Вот Валера, Серафим. Это у нас Вячеслав и Александр. Рыбины, да. Как я мог забыть Рыбины, потому что они же к нам на рыбалку приехали. В прошлом году вот эти ребята нам очень-очень помогли. Мы на соревнования в Вологду ездили. И очень радужно встретили. Кроме того, помогли техникой. Мы на соревнованиях участвовали. Вот непосредственно у Александра мы одолжили его каракат самодельный. И он с техниками сейчас Ванькина Сергея Подключил нету. людей. Ну, они хотели прийти, Ванькин Сергей, Бобков, Леша. Алексей. Вот они УАЗик, квадроцикл и каракат. Мы просто Александр. на улице познакомились. На следующий день уже у них дома приютились. И неделю не выходили. Не жалко их было, потому что 120 километров, пусть 100 километров ездить каждый день, чтобы в Вологде отдохнуть, а потом приехать сюда. Потом где-то ремонтировать нужно было эти, как их называется, поисковые Маяки. маяки. В гараже Александр мы все эти Ночью операции они делали. ремонтировали. 2 ночи подряд вот эти свои После доделывали. перевода. Заколебали соседей Ага. будить. И Да ну вы с тихо. этой помощью мы заняли 2 место Да. по России, По получается. всей России. Ага. Из По 130 Ага, команд. вот. 130 команд. Получается, вот это члены нашей команды тоже. Да. Сямжинские Ну, мы мужики. очень переживали, Да. очень хотели, И в чтобы свою вы очередь, выиграли. вот Но погода никак, погода ничего не Всё, поддержала. Это по Условия поиску людей у вас были же, да, 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 испытания? Да, да. Все российские. Это тоже Надо было отдельность. на 300 квадратных километров за 10 часов найти потеряшку. И вы там как раз гудки вот эти, да, которые вы Да. разработали. Вот эти ребята помогли нам так, как будто они нам родные, как Да. будто На следующий давно день, знают, и говорю, как будто на улице уже они познакомились люди в команде уже. Вот такая вот. Вот и мы- переживали больше. Больше наших жен. Наша погода очень плохо встретила наша погода и не Там помогла тоже им. север. Мы молили Бога, чтобы хотя бы в их день была погода нормальная. А в их. В общем, все 4 дня, которая была, снегу навалило. Очень редко бывает в начале октября у нас такой снегопад. Обычно в конце октября.
А тут вот именно неделя это получилось. До этой недели была хорошая погода. И как они уехали, и все нормально. Я еще говорю, вот, если бы такая погода, наши бы ребята, якуты, завоевали бы первое место. День конкурса еще метель же был такой Да. сильный. Снегу, Ветер снегу до больше. колена. И у Больше нас таких еще не падали. Деревья О, там падали. смотри, види. Не И говоря- мы потеряли время, когда вот один маяк сработал, загудел там, ну кто-то нажал это. Мы обрадовались. И время потеряли, оказывается, дерево, к которому привязали маяк, оно свалилось. Ну, шевелилось. Ты кнопку нажала. И вы обрадовались, что это... Да, и мы там целый час потеряли, пока туда доезжали. Ну и в итоге в благодарность ребят пригласили уже в гости к нам в Якутию Как ты сюда. называешь? Отгащивать? У нас бы назвали это отгащивать. Отгащивать. Как ты другое называл? Вот. Ответку? Во! Да. Вот. В общем, ответочка такая со стороны ребят. Ну, Отомстить, да? гостеприимство. Я сказал, что мы тебя отомстим. Жестко отомстим, да? Получается, мы отомстил, да? Ну и как, куда ездили? Ага, мы ездили, я рассказывал, там же у них в Сямжинском районе, в Вологде, рассказывал про свой район Кобельский, который я там как рыбачил, фотографии свою избушку там показывал. Хвастаюсь, сейчас покажу. Обнадежил, в общем, ребят, да? Да. Они на следующий, уже Александр, как говорил, уже на следующий день уже был готов Да. приехать в Якутию. Уже мысли у меня зародился. Слюнки потекли по всей. У меня мысли были съездить куда-нибудь в Ханты-Мансийск, в Карелию, в Мурманскую область у нас ездят. Это нам ближе, но мне хотелось, чтобы приехать кому-то, чтобы не на голое место там приехал, рот открыл, 3 дня куда-то подтыркался и обратно приехал. И когда уже пошел на следующий день разговор по рыбалке, и у меня уже не осталось сомнений, что я поеду сюда. У меня появилась мечта, которую я должен осуществить. Как брат у меня сказал, если ты сейчас не съедешь, ты никогда не съедешь на эту рыбалку. Потому что в нас я мечтаю давно. Ни юга, ни Канары, ни Турция меня ничего не привлекает. Я хотел вот, по жизни вот, ощущение настоящей рыбалки. Удара в спиннинг, поймать большую щуку. Удалось? Да, удалось. И посмотреть реку Лену. Это вообще, это такие масштабы, такие широты, такие красоты. Горы, а сколько песка, такие острова песка, это можно заблудиться. И все вода, все кругом вода. Такое впечатление, что ты едешь по озеру. Потому что впереди эти острова друг друга перекрывают, воды нету. По сторонам посмотришь, 7-4 километра шириной. И сзади посмотришь, острова тоже перекрывают. Пока близко не подъедешь, проема нету. Такое впечатление, что все время едешь по озеру, и озеро вместе с тобой так идет. Погода, И кстати, горы, Верхоянский хребет. вообще Хребет, да. благословила, потому что она зеркальная стояла река. Всю неделю почти. Да. Ну я чувствовал, что бабье Как лето зеркало. да. Ух, красота. Осень А у нас. горы на восходе я такое. Там вышел. уже со снегом, наверное, да? Вот такие квадратные. Это вот Это омыль а вот горячего это крушения. Со снегом, наверное, да? Нет, еще. Душа Мы запела. переночевали первый день, переночевали в устье Алдана. Да, Там горы Да, появились, Алдан. да. Ага, там Нас не горы пустило. появились, да. Там первый день нас не пустили, там волны были. Ну, даже мы не пытались пройти, мы знали, что там волны. На устье Алдана это всегда так. Ну, правильно. На утро просыпаемся, там уже. Я уже рыбу ловлю. Гладь. Я уже рыбу Он ловлю. туда ходит, там Потому что у меня рыбу душа ловит. рвалась. Я говорю, Александр, не Я со мучайся. спиннингом, Как, со еще мы не спиннингом. приехали. Нет, там не поймал. Я уже начал закидывать, когда еще лодку там спускали, вот на машине приехал, я уже попробовал.
Он, конечно, ничего не сказал, но у нас я там ничего не поймаю. Ну ладно. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Наш первый остановочный лагерь. Серафим, помаши пилой. Рыбой пахнет. Откусил вроде палец у тебя, не? Ну блин, вот это я первый раз в жизни вижу. Офигеть, блин. Это у вас часто бывает так? Осенью, да? Метра нет, она еще долго постоит. Даже Мы друг друга-то увидим? Друг друга-то увидим? Или будем нашим? Вы тут? Увидим, но берега пропадают. Да, ориентира нету. Может, в одном месте. Мы опять, в кружке опять к ему же приехали, он жерлицу ставит. Ё-моё, блин. А потом поехали на устье Белянки, остановились. Ну, это первая там, Да, ну, еще одна раз из подходит. наших крутых рек Кобяйского района. Сиди, да? Вон там туман. Ждем пока он уйдет. Что времени не терять. Пойду покидаю спиннинг. Вот эта горная речка Белянка впадает в Лену. Вот здесь. Вода очень чистая, прозрачная, на 2 метра. Очень хорошо видно дно. Посмотрим, что получится. Пап, а ты вот там после переката кидал, да? А. Какой-то странный запах от этого. Приехали в Сангар. Сюда, в этот поселок, можно добраться только на самолетах, вертолетах и на лодках. Поедем за бензином. Потом мы приехали в Сангар, там заправились и дальше поехали этот Харам. Как там? Мы приехали, нас там ждали, там встретили наши родственники там. Потом приехали, ночевали. Нет, мы в этот же день поехали на рыбалку. они И поисказали. первые щуки. Меня поразило то, что из одного места, с одного вот встал, раз заброс щука, 2 заброс щука и 3 заброс щука. Мы поехали вместе с У нас Тастумус. сорожек так не ловишь, что забросил, сразу вытащил. А тут с одного места... Сразу 3 подряд 3 получается? подряд, без всякой передышки. Он в 3 метрах тоже закидывает и тоже тащит. Я в 10 метрах и тоже закидывает и тоже тащит. Я говорю, ущипните меня, где я нахожусь? Где я нахожусь? Раз окунь. Я говорю, Славик, так это у меня тоже клюет, у меня тоже клюет. У нас было это все час-полтора. Мы наловили. Надо было на утке ехать. Да. Приехали, а ребята, а зачем щука-то? Зачем щука-то? У нас щука самая ценная. Если небольшая щуку была. не ценить и не брать ее, нам на рыбалку нужно не ездить. Потому что кроме щуки ничего нету. Какой размер? Килограмм. Это для нас все, слава богу. Мы сегодня будем и уху наварим, и немножко пожарим. Из головы, из хвоста уху, а остальное пожарим. И все будет тип-топ. А тут они 2-3 килограмма. Они, ну, мелко, не надо. Мелко. Первая рыбина. Щучка, килограммчик может. Да. Здесь поймал. Еще раз попробую. Сразу первый же заброс на эту лесну и сразу же поклевка. Глубины поднимается. Не надо торопиться, это потихоньку надо.
Да. Колебалку нацепил. О! Первый раз, слушай, а окуней даже внутренности не выпускаешь, да? И так, что-то аккуратненько. Холодного копчения, рыбка. А потом говорит, завтра поедем на крупную. Мы 3 года Куда крупно? Это мы первый день рыбачили на районе мест Тастумус. Тоже легендарно, там своими историями, там много про него можно рассказывать. Где снимали по мотивам Николая Лугинова этот, как называется фильм? Надо мною солнце не садится. На завтрашний день мы с утра там стартанули на устье Вилюи. Лена гладкая, солнце Вообще встает. там зеркальное, там все смотрим, там зеркало. Солнце светит. Вообще повезло. Я нас в одну курейку, как-то курейка, у нас курей называется, там протоку. Курия, да. А тут да. щука, тут мелкие, пошли дальше. Ну, поехали дальше. Ой, этот мелкие. А вот тут вроде покрупнее. Слайк, наверное, сколько? Килограмм на 9 вытащил, да? На 6. Ничего себе. Да. А я окуня на килограмм. Он говорит, да тут плохо, поехали туда. Мы Ну поехали, там еще лучше. мы поехали в Кюмкебер. Место нашли, я вот закидываю. Раз 5 закинул и окуни каждый раз. Уже всех отпускать уже стали. Сначала не отпускали, 2 килограмма не отпускали щуку. А сейчас уже, потом уже 2 килограмма стали отпускать, уже некуда, уже у нас уже ряд это щуки, уже некуда, чисто Два спортивный мешка. интерес, да. Я в тот раз там на том месте поймал для себя самого большого килограмм, может 5-6. У меня рекорд был дома всего кило 700, но на жерлице было 7200. Но это не моя личная жерлица, просто компания. На жерлице это одно, а когда на спиннинг это совсем другое. Не. Ой. Так делаешь, да? Вот, Славка щуку ловит. Килограммов 2, да? Так ты вытаскивай давай. Вон она. Может на берег лучше вытащить? Ты с хвоста ее не заведешь. Есть! Держи сам. Иди жарь. Все, наконец-то, да? Наконец-то сбылась мечта идиота. Все таскают крупное, блин, мне не достается. Сколько? Грамм 5? Грамм 5, да. Ну он меня Тут переплюнул. все рекорды 9,7 побили. килограмм, да. Я вот сейчас слушаю. Там все рекорды. Не только там один бросок одного поймал, второй бросок. Это уже рекорд, а тут третий еще. Там еще без... Я где-то для себя прикинул, что где-то, наверное, каждые 10 бросков мы вылавливали щуку. Может даже меньше, каждые 7 бросков. Это какой процент? Бывает у нас рука отваливается, целый день бросаешь. Не поймаешь ничего. Да. Окуньки вот такие. А у меня получилось, я бросил, щука 6 килограмм где-то была. Бросил, ничего, бросил 9 килограмм. Не переходя... Ты камеру в включал хоть в эти месте моменты? всё. Камера была у тебя? Камера Я- села в этот момент, Села. но последнюю щуку Ян заснял с телефона. Полукотский пацан. Сейчас Славка вытаскивай. Ну сюда на берег выходи, ёлки-палки. Ну давай. О! Ну, сюда смотри. Так. Крокодилчик ты. Как тебе нравится у нас в Якутии? Вообще зачетно. Там вроде еще будет. Ну вы меня, получается, переплюнули. Я тут уже 2 года, еще ни разу на такой рыбалке не был. 10 килограмм это Так небольшое. предложение было, а? Ну не мог я, Серафим. Серафим меня звал с собой, я О не котором смог. мы сейчас умолчим. да. Ой, не смог. Все тары наполнились, куда его...
я знаю, что сейчас приду, и там своим скажу, там, щука, они меня отругают. Что щуки взяли, да? Да, так много. Ну как Второй впечатление-то день в целом, так закончилось. если так? Очень. Выше крыши, выше крыши. Очень Я не мог представить, что может быть так в природе вообще, что так может часто щука клевать. А еще То я так скажу, много ел. что на горную речку ездили, едем, воду все видно же, прозрачно, ни одной рыбинки нет. Это Вообще, третий день ни уже. такой, ни такой. Вообще рыбу видно же, что нету. С берега смотришь, рыбы нету. Специально сплавлялись, вот так, чтобы не без мотора. Смотрели воду, светили, нету рыбы. Закидываешь, вот такие линки клюют. Откуда они там? Где они берутся? У нас наоборот, у нас рыба есть, видно, а не клюет. А тут рыбы нет, а клюет. Слава говорит, если у нас рыба есть, не ловится. А у вас, оказывается, наоборот, рыбы нет и ловится. А мы... Серафим Вот ты три третий. раза подряд линка выловил. Последний сорвался, но кидает 3 подряд линка. Ночью на Ночью мышку. на мышку. Слышал, что этот хвостом ударяет первый раз, второй раз плюхает. Ты быстрее А тащишь. я, наоборот, быстрее. Оказывается, наоборот надо было. При каждом хлопке ты останавливаешься. Как остановишься, он хватает. Получается, сколько у вас хлопков было? Хлопков много Вот столько и линков должно было быть. Он глушит жертву. Пам, В общей сложности 17 линков мы поймали. Ну, так здоровые были. Там один похож на лимба была. Ну, я сказал, там ленок. Да, легенько держи. Но самое интересное, во. Слава, туда смотри. Выехали, там воды меньше. Вообще меньше, как в тот раз мы ездили, сейчас вообще воды меньше стало. Мы начали как по перекатам скакивать на это, на водомете. Он, Александр смотрит, каждый перекат круче и круче. Он говорит, Ступеньки, вот буквально ступеньки, 2-3 метра, и высота уже метр. Как он туда залезает, блин? еще газует, да, перед каждым. Я смотрю, земля рядом, как так плавать можно? Ну вот этот дом с С этой ними стороны. там, скажем-то, якутский там. Ну, что видите, белорусы едят. Конечно, да. У их свинья, поросенок это первое Ну, животное. она, не знаю, страшно вонючая, наверное. Свинья Обсуждаем по себе. первые впечатления ребят, когда потроха щучьи пожарили. Да? Такие же, как у меня были. Это А со второго раза я бы хорошо покушал. То ли я захотел есть. Ну, некоторые фрагменты, конечно, я отодвигал. Вот, и третий день благополучно там на горном реке закончился. Мы ночью ловили ленков по несколько раз на мышь. Днем начали и ночью Да. закончили под утро. Поймали 17 штук. Ну, хороших таких. по Для два, нас по это три. экзотика. Эта рыба мы никогда не видали, никогда не держали в руках. Когда мы ехали по реке, поднимались, нам встретились на водометах, на ветродуйках, на воздушной подушке. Мы поинтересовались, что попало. Они говорят, 4 штучки поймали. Я говорю, покажите, я ни разу не видел этих ленков. Они были там 2 дня. Да. И они пакетик такой развязывают небольшой От хлеба. от хлеба и показывают вот такого ленка. Вот такого вот. Я говорю, неужели, про себя думаю, неужели мы едем за такими ленками в такую даль? Ленок же они, ленок показывают. А в итоге, когда Славик первого поймал, он такой сильный. О, вот за такими можно ехать. Потом как же вечер побольше и больше, да, Да. стал под ночь. Ну, они а хорошо вот- сопротивляются. Да, вообще. О, Чувствуется это как-то. сильнее щуки. А мы еще Только трещотка, трещит только, блин. на мышь первый раз все ловили. Прикинь, Да. что как она, ну вообще просто На тянем, мышь. тянем. Видим, как Она она как бежит. Как ударит. Я ничего себе думаю. Я сразу, давай идите сюда, там вот тут клюет. Я тоже сразу побежал. приехал такой, тоже давай закидывать. Когда один из нас ловит ленка, все там бегают. Кто с очком, кто бежит. фонариком, кто давай. «А, не светите! Целый там этот ажиотаж. Да. И много ленков так упустили.
под носом, под этим. Штук 10 лет точно. Да. Северная Калинина, там они там бегали. То есть все-таки увидели, да? Увидели мы просто. Ух, такой Шутка была солидный. шуточкой, но... Такие рога. Да. Ну и Там двое было. Самсон бегут. Красота. В дикой природе. Да, дикий северный Галени в Кобякском районе. Это, ну, я первый сам только раз видел его. Все же там жил. Я не думал, что они такие большие, потому что показывают по телевизору вот эти олени, ну как, домашних. Они же не дикие такие, и рога очень такие. А тут такой, король. Щука. Это там же. А где мы были? Ближе от Сангара, намного ближе. Неплохо. В итоге чисто рыбалка 4 дня было, да? А остальное 3 дня, получается, у вас Дороги, знакомства. Да, дороги. На дорогу много Да, времени. я прикинул, если 2 дня туда, 2 дня обратно, остается день половить. Ага. С какой целью? Зачем? Мгм. Если вот правильно, то, что вот мы где мы были, вот еще бы один Таймен бы день, поймал, да, там, я бы не был на крупного, 120% счастлив. Еще бы один день на щуку. Вот даром поймал и отпусти, поймал, отпусти. Ребята, я еще хотел сказать по Якутии, да. Вы были только в одном районе. А в Якутии таких мест... Это самый ближайший район считается еще наш. Всего лишь 300 Моей километров. жизни уже не хватит все районы Вот, охватить. рядом. Первый раз в жизни я пожалел о том, что я родился там, где я родился. Я пожалел о том, что вот я не родился здесь. Бог так распорядился. Может, так и надо, но вот, понимаешь. Ну, может, я этих красот бы уже не увидел. Нет, Я ну- вот и ребятам говорил, ребята, если кто-то скажет, вот, Ты самое главное сделал, осуществил свою мечту. Кроме этого, ты показал сыну Да. вот такие места. Сын сейчас знает дорогу. я сказал, ребята, не верьте, если Я кто-то уже скажет, пишу, что там спрашивают, лучше. контакты гида. Да. Вот люди все время пытаются там за границу, где-то в Таиланде. Огроменные деньги платят. 10 Да. Турций. Да. Дайте мне 10 Турций Лучше по своей бесплатные. России-то Есть. побегать, таких я не мест вот поеду. так, Я наверное, лучше не денежки накоплю, я сюда приеду. Ну молодцы, что Я вот, еще хотел сказать долетели ешь. про Серафима. Организация вообще, ну вот, поражает. Он нас и слушал, и не слушал, как бы. Если бы он А нас в голове это другое. полностью потому что- слушал, вот что мы говорим, что давай мы здесь порыбачим, мы там еще приехали сюда уже в Якутске порыбачить здесь. Если бы мы еще там на рыбалку в Якутске, здесь пошли, потом там бы остановились, пошли, вот этого мы всего не увидели. Он это мимо ушей пропускал, не поедем, все. Нет, Вот. он ничего не говорит, что хорошо. А делать оно по-своему, потому что мы не знаем, мы не в курсе. Было прям вообще все как по маслу, прям вообще вот. Это ну, мой был первый опыт, да. кстати. Если планировать, так даже не спланировать, вот, если вот прям план какой-то делать. Это все как-то вот так. Ну что, мы очень рады, что вы получили те эмоции, которые вы получили, на самом деле, что вот Якутия вас одарила всем этим, потому что действительно, вот как я сейчас послушал вашу историю, это подарок вам принесло Это все. другая планета. Да, и вот очень рады. Обитаемая, очень обитаемая. И очень широкая, и очень большая. Еще приедете? Приедем. Я приеду. В силу своего возраста и в силу своего здоровья я на 100% не могу утверждать это. Вы потому еще что- молоды, что, какие-то. Еще, да. Ну, всякое может быть. 54 Вот, это- например, сюда поехал. только ну, начинается. как бы, Да, это второе, 30 Второй половины неприятности. 62 будет. мне, я на бинета поехал. Ну вы же якут. А вы кто? Вы же якут. Мы в Вы, одной параллели живем. вы здесь выросли, вы здесь закаленные. Вы Нет, тоже нет, там я- на севере живете? Даже 50 на 50 не буду жать. Может, процентов на 80, что я приеду. Вы подсели на Якутию, скажу вам, да? Да, Он Слава вообще же. переехал. можно сказать. Я прорабатывал тоже, как бы, как у него это было, вот как он, интересно, он приехал. Вот. Но я говорю, что если было мне 20 лет, я пришел с армии, у меня никакого якоря, и я бы попал сюда, я бы не раздумывая, я бы остался здесь. А чего? Сейчас нет. Так что осторожно, Слава. Ну что ж, ваш приезд... Думаю, Иркутский якут. Питерский. Иркин или кто там будет. Будешь как-то там... Нюргун. Айхал, да? Что ж, сказал. Ну что, я Славе дал свою камеру, так что надеемся, сможем с вами поделиться уже его глазами. Ты же все сам с лба там, да, все это делал, как полагается. Все, всем счастливо. Приезжайте еще к нам. Вологда, в Якутию. Якутия. 2020 год. Сентябрь месяц, да?
Да. Бабе Хотя лето. бы, Бабье лето. осень пришла. Всем удачи. А у нее потроха тоже едят? А? Я потрогаю зубы, есть ли вы? Ой, зубов нету. А как она питается этими рыбками? А почему чешую не снимаете? Потому что солить, да? У вас почему столько рыбы, ценной рыбы, а вы жарите кишки? Самое ценное, вот. Так, ладно, кто первый это сделал? Если рыбы много, зачем кишки жарить, если рыбу можно пожарить? Нет, там некоторые берут, кишки О, берут, как? рыбу кидают. Да, ложь. А та, которая 5-минутка, она сейчас уже готовая, по идее? Сели, наверное. Уже готовы, уже сели. Вот этот недавно поймали, залили 15 минут назад, и сейчас будем есть. Слушай, может посудили какой-нибудь тогда? Надо. Или на реку ходить? Да, сейчас соберемся на реку. А. Kaldıran sıkıntı olan bırakalım.